30 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет 36-я Московская международная книжная ярмарка. Книги от Татарстана представит и татарское книжное издательство. У нас в студии рассказать о предстоящей выставке Венера Шамсудинова, заместитель главного редактора татарского книжного издательства. Здравствуйте, Венера. Доброе утро. Ну, рассказывайте. Вот мы всегда наблюдаем и смотрим за тем небольшим, конечно, количеством книг, которые вы к нам приносите. У вас достаточно богатый опыт участия в подобных событиях. А вот чем особенно для Татарстана это литературное событие? Для татарстанского книжного издательства. Да, для татарского книжного издательства, наверное, прежде всего это то, что мы можем донести до москвичей и гостей столицы то многообразие, которое у нас на сегодня есть. Представьте себе, мы отправили почти тонну книг. Уже отправили? Да, уже отправили, уже сейчас они в пути, чтобы 30 минимум, числа. да, тонна? Ну, это так скажем, минимум, но это очень красивая цифра, я считаю. Тонну книг, и разнообразие огромное, как я уже сказала, да, это художественная литература, детская литература, безусловно, наши татарские классики, наши современные авторы. Это новинки, которые уже недавно увидели свет, и это также те книги, которые с нетерпением ждут, которые мы даже переиздаем по многочисленным просьбам. Поэтому это начало осени, я думаю, оно такое красивое, литературное, и мы однозначно порадуем наших читателей. Ну, Москва всегда радуется, да, когда вы привозите наши именно татарские книги, да, там же много проживают татароязычных людей, которые приходят. И с удовольствием берут, самое главное. Да. Кстати, помимо огромного количества книг, что еще интересного будет на книжной ярмарке? Будет проведено порядка 200 мероприятий, но еще это мероприятие запомнится тем, что будет впервые проведено детский книжный фестиваль, детская книжная ярмарка. Поэтому здесь это будет впервые. Несколько лет готовилось это мероприятие, и в рамках этого события это и будет организовано. А так, это, конечно же, встречи с авторами, это мастер-классы, это автограф-сессии, это общество известных артистов, известных деятелей культуры и, конечно же, встречи с читателями. С книгами, если знакомить, все-таки хотелось бы, чтобы наши телезрители смогли увидеть и действительно заинтересовались. Как я уже говорила, это современные татарские авторы, например, это книга Анны Гемадиновой, обложка такая сразу же романтичная, но и сами произведения романтичные, пронизаны любовью, пронизаны такими очень интересными переживаниями. Одна из таких книг. Что-то прям меня привлекает очень эта книга. Наверное, не зря. Посмотрите, как держишь в руках, и как какой-то мини-аквариум такой. Да? Даже рыбки эти переливаются. Красота. Это новинка, которую буквально на днях увидела свет. Книга Евгения Бурдина «Золотое дно. Рыбные сокровища Волга-Каме». Уникальная книга. Впервые, можно сказать, в одном издании собраны исторические факты рыболовства на Нижней Каме, на Средней Волге. Здесь даже рецепты есть интересные. Да, конечно. Здесь также описаны места наши рыбные. В общем-то, это книга для тех, кто очень увлекается рыбалкой, а если не увлекается, то однозначно увлечется. Кто любит употреблять в пищу, например. То есть можно почитать и спокойно уже идти рыбачить. Конечно, конечно. Здесь то многообразие, которое у нас в Татарстане есть по этой тематике. Эта книга просто, она настольная будет для многих. А еще эта книга. А эта книга Ольги Ивановой, кстати, мы ее переиздали по многочисленным просьбам. Москвичи очень с удовольствием читают произведения Ольги Ивановой. И на этот раз мы снова везем эту книгу на это мероприятие. Затем, конечно же, детские издания, да, это в формате, это, видите, да, то есть сразу же привлекает не только красочностью, но и формой, да. Затем, если говорить о сказках, конечно же, без сказок никак не обойдется такое мероприятие. Татарские народные сказки. Чем необычна эта книга? Помимо того, что здесь представлены сказки, да, оно богато иллюстрировано, здесь в конце есть на английском языке краткое описание каждой сказки. Смотрите, на подарок какая замечательная книга. И в то же время, ближе к вам лежит, это сказки народов Поволжья на двух языках, на татарском, на русском языках.
Здесь не только сказки, но еще и с помощью QR-кода можно будет прослушать эти произведения. Даже Да. так, прекрасно. И еще хотелось бы отметить, это историческая литература. Вот Булата Хамидуллина книга «Золотая Орда». Так, вот это вот, да? Да, Мгм. поближе, Так, сейчас прошу я возьму. показать. Да, вот давайте покажу. Это тоже историческое издание, пусть даже такая небольшая книжка, но она очень информативная, здесь очень много иллюстраций. И что касается исторических изданий, вообще на таких мероприятиях они одни из востребованных. Вот поближе к вам тоже интересные Да, это красочные счастье. издания. Да. «Счастье по-татарски». Это молодая казанская писательница. Эта книга в электронном виде увидела свет. И она очень вот именно для людей, которые прочитали в электронном виде, понравилась. И От мы корки до корки буквально. да, и за- в книжном виде она впервые. И прочитав эту книгу, вот как у нас уже читатели свои отзывы дали, что когда читаешь эту книгу, погружаешься в такое детство, где ты вот в такой в татарской Сабантуй, деревне, где вот и смотрите, такие татарская традиции свадьба. сохранены. И, в общем-то, вот, ну, на самом деле читается легко. И даже шрифт Карманная такой. книжка. Да, да. И еще из современных авторов хотела отметить, например, книга Зульфата Хакима. Здесь произведение, которое уже увидело свет в формате того, что она победила в литературном конкурсе, который организовывался при поддержке комиссии при Раисе Республики Татарстан по поддержке языков народов, проживающих в республике. И оно уже полюбилось, и поэтому вот в формате уже книги мы опубликовали. Вот большой объем книг, да? Тонна Да, уже, можно правильно говорить говорить, бесконечно. Это Да. бесконечно, мне кажется, да. У нас да. даже, мне Огромное кажется, количество книг. недели не хватит, чтобы все обозревать, притом целыми днями. Итак, а вот в рамках участия в этом мероприятии какой вклад внесет ваше издательство в развитие книжного рынка? Безусловно, и прежде всего, и самое главное, это продвижение творчества наших татарских авторов, потому что благодаря вот таким мероприятиям и нашему участию, о нашем, так скажем, богатстве, о нашей литературе узнают за пределами Татарстана, и потом появляются новые любители, с нетерпением нас ждут, поэтому, конечно, вот это одна из первоочередных задач – продвижение творчества наших авторов. Ой, спасибо вам большое, Спасибо Венера, что большое. пришли, нам подробно обо всем рассказали. Мы ждем вас после возвращения. Конечно же, мы обязательно с вами встретимся и С удовольствием. спросим у вас, как все прошло. А пока предлагаем вместе с нашими телезрителями послушать гороскоп. А вы, кстати, кто по гороскопу? Козерог. Так, вот как раз вот и сейчас мы про вас и гороскоп Слушайте и внимательно. прочтем совсем скоро. Да, и сейчас вот как раз будет астропрогноз от весов.